прошлой серии мы всей семьей отправились в отпуск в Абхазию. 3 часа летели до Сочи, за 5 минут прошли государственную границу, доехали до гостевого дома, купались в море, пили чачу, пили пиво, пили вино, гуляли по набережной, гуляли по городу Сухум, видели репетицию парада, узнали, как назвать местные жилые кварталы, снова купались и наслаждались закатом. Всем привет! В нашей новой серии фильмов мы покажем вам удивительную, невероятную и захватывающую дух республику, где проходит главный Кавказский хребет, где находится единственная столица на берегу Черного моря, место, где кажется, что ты находишься в раю, и место, которое, кажется, навсегда завоевало наши сердца. Ведь мы в Абхазии. Как же приятно каждое утро начинать на берегу Сентябрьского моря. Солнечное утро на Черном море в Абхазии начинается с нежного пробуждения природы. Первые лучи солнца, словно золотые нити, касаются поверхности воды, превращая ее в мерцающее полотно, которое бесконечно тянется к горизонту. И мы изо всех сил старались насладиться этими моментами. Таисии очень понравилось сидеть на теплом песке и играть камушками. В этом году нам впервые удалось увидеть вживую колибри. Мы сначала даже не поняли, что это за существа так быстро летают вокруг деревьев. Также в очередной раз весь отпуск нас сопровождали знакомые, всем немного грустные напевы. Включив бесплатный режим орнитолога, я понял, что перед нами разновидность абхазского голубя – птица-уушка, а именно кольчатая горлица. Местные маршрутки – это отдельный вид так называемого развлечения. Остановки здесь есть, но в то же время их и нет. По маршрутам курсируют довольно современные удобные пазики и тесные микроавтобусы, а стоимость проезда составляет 15 рублей. Мы узнали о какой-то штуке. Конечно же, нельзя побывать на Сухумском рынке, хоть и рынок для меня – это отдельное испытание. Много лет мы покупаем вкусную, ароматную и пряную аджику у бабы Седы. Много разных пробовали, но домой родным и близким на подарки берем именно у нее. У бабы Седы есть свой канал, нельзя грамме поставки по всей России, а также она славится своим оригинальным подходом к клиентам. Больше не подходи, я все равно ничего тебе не дам. Так как наш пеший маршрут пролегал через центральную часть города, мы никак не могли пройти мимо хорошо кондиционируемых магазинчиков. И первым, что попалось на пути, это был магазин Вайкики. Сравнительно недавно в городе Сухум открылся магазин популярной французско-турецкой марки одежды. Думаю, рекламировать разнообразие и качество этого бренда не нужно, так как почти каждый знаком с этой маркой. А по большому количеству брендированных пакетов у местных жителей можно сделать вывод, что магазин пользуется большой популярностью. Нашли шмотки? Майка Я купила Штынской. Пришли, значит, мы в Абхазию приехали. Входим в Вайкики. У нас сегодня, друзья, привет,
15:30, 14 сентября, суббота. Сегодня у нас... Где я тут? Я потерялся. Сегодня третий день, когда мы находимся в Абхазии. Мы гуляем по центральной части города Сухум, здание парламента, улица Гулия. Да вот идем и говорю про то, что в 11-й раз мы уже в Абхазии, и, собственно, и в городе Сухум тоже, наверное, в 11-й раз получается. И мне говорят, что ты ничего не снимаешь? Я говорю, что снимать? Я уже все здесь по 1000 раз снимал. Вот это здание мы облетали с коптера. Оно есть, это видео на нашем канале, если провалиться в видосике. Оно есть на телеканале «Глазами туриста». Да я могу прямо сейчас это видео поставить чуть-чуть, и вы его посмотрите. Поэтому мы просто наслаждаемся, отдыхаем, наслаждаемся вот этой атмосферой, вот этими звуками жужжащими, шумом машин и просто спокойствием и отдыхом. А позже, буквально через день, у нас уже начнутся, ну, наверное, некие приключения. У нас появятся машины в аренде, и будет, наверное, что-то интересное. Так что вы ни в коем случае не переключайтесь, продолжайте смотреть наш видос дальше. Пошлите гулять! Сухумский ботанический сад находится в самом центре города, неподалеку от моря, и граничит с главной и самой красивой улицей, проспектом Леона. Площадь ботанического сада составляет около 30 гектаров, на которых растут почти 5000 видов и сортов деревьев, кустарников и растений. Так, друзья, я, кстати, забыл в предыдущем видео сказать, что мы идем в ботанический сад. Мы пришли в ботанический сад. Знаменитый ботанический сад города Сухум. И что интересно, вход стоит 400 рублей здесь. Но, возможно, есть какие-то и неофициальные проходки. Вот, так что, если вдруг есть возможность, думаю, стоит их проверить. А может, и не стоит на самом деле. Решать вам. Ну, в общем, цена на сегодняшний день, на сегодняшний момент такая. 400 рублей с человека. Идем гулять, смотреть всякие интересные растения. Что ли. Это самый старый ботанический сад на Кавказе. Был основан в 1838 году доктором Сухумского гарнизона Багриновским в качестве аптечного огорода с целебными растениями и деревьями, помогающими в излечении лихорадки. Кто не знает, во времена основания Абхазии прибрежная площадь была сильно заболочена, что являлось источником инфекций и болезней, ввиду чего все побережье было засажено эвкалиптами, которые как природные насосы откачивают лишнюю влагу из почвы. За время существования ботанический сад дважды был разорен и разграблен во время войн с турками, но позже снова был восстановлен. В начале прошлого века на базе сада создали Сухумскую садовую сельскохозяйственную опытную станцию и стали активно завозить растения из разных стран мира. В советские годы в 1972 году Сухумский ботанический сад получил статус НИИ ботаники Академии наук СССР и продолжил свое развитие. Все прошлые годы мы приезжали в Абхазию в разгар лета, и, находясь в ботаническом саду, первое, на что мы обращали внимание, это шум. Прогуливаясь по ботаническому саду, заметил такую вещь. Здесь не слышно цикад. Их вообще нету в сентябре, похоже. Хотя сколько раз мы приезжали в июле, в августе, всегда здесь просто такой шум стоял. А сейчас нет, так, чуть-чуть только. В период грузино-абхазской войны
1992-1993 годов ботаническому саду был нанесен огромный ущерб. На его территории упало более сотни снарядов. В довоенные годы в саду росло около 5000 видов растений, а после обстрелов в саду полностью исчезли собственные сорта цветочных культур, погибли 90-95% растений закрытого грунта и 80-85% травянистых растений. После окончания военных действий сотрудники ботанического сада стали восстанавливать коллекцию растений. Одним из главных чудес ботанического сада считается 250-летняя кавказская липа, которая во время закладки сада уже была зрелым деревом. Эту липу в 1877 году срубили турки, но она все равно продолжала расти. Ровно через 100 лет, в 1987 году, липа сильно пострадала от урагана. Дерево пришлось укрепить камнями и бетоном. Однако гигантская липа, около 3 метров в обхвате, которую называют хранительницей ботанического сада, все равно цветет и плодоносит. Гордостью Сухумского ботанического сада также являются 2 секвойи. Старшая секвойя на территории бывшего СССР была высажена в 1848 году, а около 1950 года из семян была выращена первая на Черноморском побережье метасеквойя. В коллекции ботсада есть чайные кусты из Китая. Одному из них более 100 лет. Лавры, оливы, бамбук, магнолии и водные лилии, эвкалипты, мимозы, агавы и множество других экзотических растений. К сожалению, в 2018 году из пруда было украдено редкое многолетнее растение Виктория регия, диаметр листьев которой достигает 2 метров. В свое время сотрудники ботанического сада считали огромной удачей то, что им удалось вырастить эту королевскую кувшинку из семян. В 2019 году семена редкой кувшинки сотрудникам ботанического сада все же удалось достать. Кувшинка требует большого ухода и много тепла. Прежде чем высадить кувшинку в пруд, работникам ботанического сада пришлось долгое время держать ее в оранжерее. Напротив ботанического сада расположен Абхазский государственный музей. В него мы тоже сходим, но чуть позже. А с северной стороны ботанический сад соседствует с открытым в 1927 году на склоне горы Трапеции обезьяньим питомником НИИ экспериментальной патологии. Но в него в этот раз мы не пойдем, так как слишком много ступенек. На обратном пути от ботанического сада в сторону гостевого дома мы также любовались местной архитектурой и колоритом и, конечно, изо всех сил пытались поймать такси. Следующее утро также началось с посещения моря, только в этот раз с его подводного мира. Черное море в Абхазии отличается своей загадочной глубиной. Стоит окунуться под его сверкающую гладь, как сразу погружаешься в другой мир. Воды становятся прохладными, обнимают и манят в свою безмятежность. Солнечные лучи проникают сквозь воду и играют на дне. Подводный мир здесь это своеобразная симфония цветов и форм. В этом месте море в основном имеет песочное дно, где можно найти различные ракушки со своими обитателями. Вдоль берега крупную рыбу, конечно, не встретишь, однако плывущие рядом стайки маленьких серебристых рыбок отражают свет, сверкая как крошечные звезды. А
также пришла очередь очередного клиента принимать полюбившиеся нам песчаные ванны. В этом сезоне новым излюбленным национальным блюдом для нас стали жареные хинкали. Так что завтраки в ближайшие пару дней состояли именно из этого блюда. Ура! Доброе утро! Друзья, добрый день уже. У нас время сегодня 14 часов, 15 сентября, Абхазия, город Сухум. И знаете, мы идем на рекорд. Сегодня третий день, когда мы гуляем по городу Сухум. И сегодня мы хотим посетить музей. Какой-то этнический музей, по-моему. Ну, посмотрим, в общем. Я вчера увидел человека, пообщался с ним, узнал, скольки работает, сколько стоит. Стоимость 200 рублей. Посмотрим, что там будет у нас интересного. Также хотим посетить знаменитую кафе, ресторан под названием Мухус. Так что идем дальше гулять по городу Сухум. Абхазский государственный музей – это исторический и краеведческий музей в городе Сухум, который существует уже более 100 лет. Здесь представлены экспонаты, рассказывающие не только об истории Кавказа, но и об истории Древней Греции, Древнего Египта, Византии, а также о судьбе Абхазии в новое время. Музей является одной из самых интересных достопримечательностей столицы и определенно рекомендуется к посещению. В здании музея несколько этажей. Также в комплекс музея входит сквер, в котором расположены некоторые каменные памятники, например, дольмен из села Эшера, один из самых интересных экспонатов музея. Первое, что встречается по маршруту осмотра музея, это разнообразие рыб, обитающих в Черном море и местных реках. Картина довольно захватывающая и, если честно, чем-то напомнила нам питерскую кунсткамеру. Помимо рыб, здесь представлена и другая живность. Специальный стенд отведен земноводным и пресмыкающимся. Из рептилий наиболее интересны змеи, число видов которых в Абхазии достигает 6. Помимо всего этого, в залах представлены разнообразные чучела, множество животных. Эта часть Абхазского государственного музея рассказывает об бытии, жизни местных народов, о национальных чертах абхазов и показывает предметы их хозяйства, украшения, посуду, инструменты, используемые ими. Некоторые экспонаты имеют мировое значение. Среди других необычных экспонатов из древней истории коллекция гарпунов из кости Кадорского грота, пещеры, в которой найдены следы существования человека около 30 тысяч лет назад. В залах, посвященных древнему миру, представлены и другие артефакты эпохи мезолита. Также здесь представлена найденная на дне Сухумской бухты античная мраморная стена из Древней Греции и множество других экспонатов. Так как Абхазский государственный музей начал свое существование еще в начале 20 века, здесь сохранилась документация времени Великого Октября. Более того, при установлении на территории Абхазии советской власти музей возобновил свою краеведческую работу, а также было образовано научное общество. Исходя из этого, можно понять, что в фонде музея действительно находится множество памятников той эпохи. Далее нам представляется коллекция древних предметов быта, таких как вазы, кувшины, орудия труда, найденные при археологических раскопках. Данная коллекция напомнила нам чем-то музей в городе Дербент в Дагестане, и в этом нет ничего удивительного, ведь оба государства уходят своими корнями глубоко в историю.
В музее хранится более 100 тысяч экспонатов. Среди них не только предметы быта, инструменты, керамические изделия и украшения, но также документы и письменные памятники. Тут представлен также палеонтологические находки и образы полезных ископаемых. В музее работают залы разных исторических эпох, а также литературные, этнографические и естественно-научные залы. Также несколько разделов музея уделяют свое внимание заслуженным деятелям и творческим личностям Абхазии, таким как правнуку правителя Абхазского княжества князю Александру Константиновичу Чачба, команде КВН «Нарты» из Абхазии, первому президенту Республики Абхазии Владиславу Григорьевичу Ардзинба и, что немаловажно, здесь нами была найдена фотография с первым президентом нашей родины Муртазой Рахимовым. Один из заключительных разделов выставки музея посвящен одному из самых важных событий республики – Отечественной грузинско-абхазской войне. Оказавшись возле экспонатов, которые рассказывают о том, что творилось на этом постсоветском пространстве и на этой святой земле, сердце попросту замирает и наворачиваются слезы. Одна композиция музея посвящена событиям, произошедшим 14 декабря 1992 года в Кадорском ущелье. Над селом Лата войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткварчала в Гудауту. В результате погибло 87 человек, в том числе 35 детей. В прошлом, 2023 году, Абхазия отметила 30-летие своей победы за независимость. По некоторым данным, грузино-абхазский вооруженный конфликт унес жизни около 20 тысяч человек. Естественно, такое событие, как Великая Отечественная война, не могло обойти стороной экспозицию музея. Его работники с самого начала войны начали собирать и обрабатывать материалы, рассказывающие о ходе войны и иллюстрирующие борьбу региона с захватчиками. Конец выставки посвящен достижениям в плане добычи угля в восточной части Абхазии. Здесь есть историческая информация о городе-герое Ткварчал и шахтерском городке Акармара. Но сейчас мы не будем уделять много внимания этому разделу, так как через пару дней мы окажемся именно на тех самых локациях. Тая. Тая. Ай-яй-яй. Друзья, ну что могу сказать? Посетили мы Абхазский музей в городе Сухум. Если честно, мне очень понравилось. Наверное, это немножко, скажем так, для большинства туристов скучный момент посещения всяких культурных таких мест, типа музея там или еще чего-нибудь. Но лично мне очень понравилось это место, посещение музея. Всего 200 рублей со взрослого человека. И, по-моему, детям и даже школьникам и студентам там какие-то скидки. Ну, естественно, маленьким детям это бесплатно. В общем, здоровское место. Вся история Абхазии в одном месте собрана. И есть что посмотреть, почитать. Но закладывайте на это, ну, где-то часик-полтора, наверное, если хотите. Прям глубоко окунуться и в историю Абхазии. Здесь описано все. И начало становления вообще республики. И есть информация о Великой Отечественной войне. Конечно же, очень много информации о войне 1992-1993 года. В общем, настоятельно рекомендую посетить это место в центре города Сухум. А мы идем дальше.
Как и было сказано ранее, мы отправились в популярный ресторан «Мухус». В названии нет ничего удивительного. «Мухус» — это Сухум, если читать наоборот. Ресторан находится в 5 минутах от ботанического сада по адресу Фазили Искандера, дом 1. В этом ресторане мы впервые, и здесь нас приятно удивил интерьер, еда, атмосфера, расположение и, конечно же, цены. Но обо всем по порядку. Кафе оформлено в уютной абхазской традиционной стилистике. Здесь органично вписываются в интерьер предметы быта с глубокой историей. Все эти интересные старинные вещи были собраны, отреставрированы и сейчас прекрасно смотрятся в оформлении кафе. Главным блюдом можно, конечно же, назвать хинкали. Интересно подачу сухумского пива. Кружки были поданы заранее охлажденными. Не оставили равнодушными нас и виды. Рядом располагаются довольно колоритные жилые дома. Матвей, Ау, ты заходил внутрь? я заходил внутрь. Что там? Там все. Там много людей. Там лучше, чем здесь? Там прохладнее. Там красиво? Можно сказать, что да. А ты любишь жареные хинкали? По настроению. Да. Наливай. Жареное пиво. Ну и что касается цен, наш перекус нам обошелся примерно 2000 рублей. Ну и, друзья, немножечко прогуливаясь после Мухуса. Кстати, очень классный ресторан. Очень приятно удивил нас и качеством продуктов, и кухни, и также уютом. Очень классный ресторан, рекомендую. И, кстати, там ссылочку, по-моему, я оставлял, как его найти. А прямо за моей спиной, друзья, наверное, уже все знают визитная карточка города Сухум. Все, кто сюда когда-либо приезжал, это бывшее здание парламента. Прямо за моей спиной, точнее, да, прямо за моей спиной это конференц-зал, ну или как там, зал совещаний. У него полностью рухнула крыша. В этот раз мы внутрь не полезем, но можно все это посмотреть, опять же, как уже я раньше говорил, посмотреть на кадрах с коптера. Когда мы летали здесь в 2022 году, сейчас у меня коптера с собой даже нету, ну, в номере лежит. Вот, а здание вообще впечатляет своей помпезностью, массивностью, строением, несмотря на то, что это здание сгорело и очень сильно пострадало во время обстрела в 1993 году. Оно до сих пор стоит, и оно, ну, в целом внутри даже конструктивно, строительно в хорошем состоянии, я бы хотел отметить. И, возможно, когда-нибудь его восстановить. А так, на текущий момент это одна из самых величественных заброшек в городе Сухум. В 1935 году были построены два боковых корпуса Дома правительства, а центральный 12-этажный корпус был построен в 1985 году, а находится здание на площади Свободы, она же бывшая площадь Ленина. Вообще, зданием парламента называть считается неверным, так как парламент Абхазии никогда тут не собирался, поскольку в советское время здесь заседал Совет министров Абхазской ССР, строение обычно называют Домом Совмина.
А в заключение нашей второй серии хочу поблагодарить вас за просмотр. Ставьте палец вверх и пишите комментарии. А также хочу поделиться ссылками на наши соцсети, на которые можно подписаться, если вы этого еще не сделали. Продолжение следует, и до скорых встреч!